Ну, вообще, прежде всего, я хочу выразить признательность турецкому народу за помощь в строительстве новой современной больницы. Но у меня, как депутата, в первую очередь волнуют интересы народа и нашего государства. У меня возникло несколько вопросов. Вообще, вот все вопросы у меня внесены в решение нашего комитета, но хочу задать вот еще отдельные вопросы. В статье 3, пункт 3 указано, что финансовые расходы на льготные категории будут привлекаться за счет бюджетных средств. Это фонд высоких технологий, ФОМС и другие. И это полностью противоречит статье 4 этого же соглашения. В статье 4 данного соглашения указано, что больница будет иметь финансовую автономность, то есть финансовую независимость. Что вы можете по этому поводу сказать? Потому что статьи противоречат соглашению. Урматтуу Айда Жекшенбаевна, бул жерде 3-4 стадияда эч кандай карама-каршылык жок. Жанакы биздин жарандарга бесплатный бекер жана жеңилдетилген медициналык кызматтар биздин азыр күндө кепилдик программасы менен берилет. Жанакы финансовый автономия деген бул мындай айтканда ушул заманбап оорукананын жаңы принциптерин ушу финансылык жактан башкаруу. Финансовый автономия деген ошол больница өзү тапкан акчаны өзлөрү башкаруунун принциптери менен иштейт. Жок, Космос Ильич. Жерде финансовый автономия деген сиз айткандай эме эмес бул жерде. Эч кандай карамашылык жок. Жок, Космос Ильич. Противоречие, потому что предполагается, что сторона Кыргызстана, правительство Кыргызской республики, должна будет участвовать в пополнении бюджета больницы. А следовательно, уже речь не идет об автономности больницы. И каким образом, в каком вообще размере предполагается участие кыргызской стороны в финансировании работы больницы? И сразу же следующий вопрос. Будут ли проверяться средства нашей стороны, предоставленные кыргызской стороной, счетной палатой? Конечно, Айджекшенбайн, мы в нашем соглашении четко прописано, больница будет работать в рамках законодательства Кыргызской республики. Это раз. И насчет того, что пополнение со стороны бюджета, мы говорим же, почему сегодня мы вам представляем эту ратификацию. Как раз мы должны отработать модель, как больницы должны работать и сами зарабатывать и управлять своим финансовым ресурсом. Нет, Космос Ильич, здесь чисто юридические вопросы. Здесь идет противоречие. Остановите время. Следующее. Для лечения социально уязвимых и льготных категорий пациентов в статье 3 пункт 2 выведена цифра 20. Как вы получили эту цифру? Где расчеты? Каковы критерии отбора этих 20%? Где прописано? Остановите. Когда мы в процессе переговоров, вот это 20% мы поставили для наших льготных категорий. Они будут получать в рамках наших нормативно-правовых актов, в рамках программы государственной гарантии. Нет, каковы критерии отбора и как критерии вообще понятно, расчеты получения этой цифры 20? 20 это вот мы вместе при переговорах установили, турецкие и кыргызские стороны. Жок, Чметас, у нас социально уязвимое население тоже делится. И вообще, какие критерии отбора этих 20%? Остановите время. Айда Жекшенбаев, если откроете постановление там правительства, нету. Там есть категории больных, которые получают бесплатно. Меня интересует соглашение, не постановление правительства. Я же вам говорю, время остановите. Я же вам говорю, все льготная, бесплатная услуга будет оказываться в рамках наших нормативно-правовых документов, которые сегодня существуют. Не получила ответа. По каким патологиям, диагнозам будут отбирать эти 20%? Патология будет тот, который, допустим, не могут сделать наши обычные больницы. Вот, допустим, наша сегодняшняя кардиохирургия. Они тоже оказываются высокотехнологичные. Мы им покупаем льготный стенд, они его ставят. А за проведение своих операций они тоже, наши граждане, оплачивают сооплату. Там тоже бесплатно ничего нет. Речь, за эти 20% в услуги могут войти болезни, обычные пневмония, грипп и так далее, а высокотехнологичной технологии наши пациенты могут не дойти, потому что это дорого. Аида Жекшенбаевна, мы же говорим, эта больница будет критичного уровня, который будет оказывать высокотехнологичные медицинские услуги, которые наши больницы не могут сделать. Я вам еще раз говорю, больницу ориентирована на то, чтобы наши граждане не ехали в Турцию, Индию, Китай, Пакистан и так далее.
10 секунд. Космос Ильич, я все равно, вы конкретно на мой вопрос не ответили. Какая форма собственности больницы? Указан статус больницы государственный, но опять же не указали форму собственности. Должна быть Больница будет государственной, форма собственности будет государственное учреждение третичного уровня. Учреждение. Муниципальной собственности не будет, потому что сейчас больница, когда уже полностью так приемка будет, они будут переданы город Бишкек муниципальный, потом по решению Горконгеш они будут передаваться в фонд государственного имущества, и они будут передаваны на оперативное управление Министерства здравоохранения. Это будет ал жаңа емес, ал мурунку соглашениеда 3 тараптуу соглашение жазылган. Саламат сактоо министрлиги, ТИКа жана Турция жагында ошон бар. Жок, ошол жак жазылган ал.